Время новых решений. Стартовал финальный этап международного чемпионата «Кейс-Ин». Он собрал лучших молодых инженеров России, а также ближнего зарубежья. С Якутии в финал попали сразу 3 команды. Уже на днях определиться, кто же из них станет победителем. Подробности в материале Фултона Валареса. Последние минуты перед стартом капитан команды Петр Носков держится уверенно. Их команда заняла первое место в полуфинале, и они не намерены сбавлять темпы. Начинается финал международного чемпионата «Кейс-Ин». Я уверен в своей команде. Команда у нас номер 1. Командой мы собирались практически каждый день. Первую часть, это порядка 5 дней, мы собирались для решения проекта, для рассмотрения. А вторую часть подготовки мы собирались для подготовки к выступлению, именно написания текстовой части доклада. Защита проектов из-за пандемии проходит в онлайн-режиме. На то, чтобы представить разработку, дается меньше 10 минут. Сроки сжатые, требования высокие. Тема этого состязания – технологическая модернизация. Всего на реализацию проекта давалось 10 дней. За это время нужно было выбрать реальный объект, предложить интересную идею и придумать, как воплотить ее в жизнь. В финале собрались молодые инженеры России и ближнего зарубежья. 528 человек борются за звание лучших в отраслях топливно-энергетического или минерально-сырьевого комплексов. Из Якутии в финал сумели пробиться 3 команды. Усиленно готовились, конечно, к полуфиналу, когда это было вот весной первый раз. И много материала, много всего изучали, смотрели. И ожидалось, что финал будет в мае. Ближе. Ну и, соответственно, основная информация бы сохранилась. А сейчас так получилось, что вот пандемия, изоляция, много нововведений, и получилось, что мы немножечко растеряли форму. Ну и пришлось вот за 10 дней быстро-быстро собираться. Чемпионат проходит под покровительством президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году он в гибридном формате, но организаторы не сомневаются, что разработанные проекты можно будет смело брать на вооружение. Берется данное решение, предполагают некую инновационность, и они, как правило, включаются в разного рода стратегии развития либо региона, либо города, которые регулярно обновляются и проектируются. Финал будет проходить в течение 2 дней. Лучшие инженерные решения будут отмечены призами, а их авторы не только попадут в зал славы, но и смогут побороться за право стажировки в ведущих российских компаниях. Фултон Валареса, Василий Соловьев, Вести, Якутск.